Переносимся в Германию, в Европу. Там отчудила партия, которая называется «Альтернатива для Германии». Такая ультраправая партия. Ее представляют очень часто в СМИ в украинских и в ряде европейских как партию прям вот пронацистскую. Некоторые основания для этого есть. И вот какие мы узнаем из сюжета справки об этой партии. Политическая партия «Альтернатива для Германии» была образована в 2013 году и поначалу стояла на умеренных позициях. Основатели партии выражали несогласие с позицией немецкого правительства, активно помогавшего деньгами, оказавшейся в глубоком экономическом кризисе Греции. И поначалу под альтернативой, той самой, что вынесено в название политической силы, понимался иной подход к расходованию бюджетных средств. Их предлагалось не тратить на спасение идущих ко дну экономик других стран Евросоюза, а направить на решение внутренних проблем Германии. Уже в первые месяцы своего существования партии удалось добиться определенной популярности, однако пройти в немецкий парламент, Бундестаг, по итогам выбора 2013 года у «Альтернативы для Германии» не вышло. Для преодоления 5% барьера тогда не хватило всего 0,3%. Оставшись за бортом парламентской политики, участники «Альтернативы» погрузились во внутренние раздоры, завершившиеся в 2015 году приходом на ключевые позиции в партии сторонников крайне правых. С тех пор партийная программа довольно далеко ушла от изначально безобидного евроскептицизма в сторону радикального национализма. Так, теперь «Альтернатива для Германии» предлагает не просто пересмотреть финансовые отношения внутри Евросоюза, а закрыть границы страны для дешевой рабочей силы из любых стран, включая европейские. Выступает за контроль над исламскими проповедниками и мечетями, в которых видит угрозу некоему традиционному немецкому укладу, и выступает за безоговорочную отмену санкций в отношении России, введенных после оккупации Крыма и части Донбасса. С момента правого поворота в политике партии ее постоянно сотрясают скандалы, связанные с заявлениями функционеров, в которых они оправдывают действия немецкой армии в годы Второй мировой, отрицают Холокост или выставляют мусульман угрозой для безопасности государства. Однако, такая риторика в современной Германии находит своего избирателя. Так, по итогам прошедших в сентябре 2017 года выборов в Бундестаг, «Альтернатива для Германии» не только впервые в истории прошла в федеральный парламент, но и сформировала в нем третью по величине фракцию, уступив популярности только христианским демократам Ангелы Меркель и социал-демократам. Я сейчас даже не про «Альтернативу для Германии» ремарку сделал. Вот как только где-то какой-то расист, как только где-то какой-то вот такой вот человек-ненавистнический, так обязательно с Путиным, с российскими флагами, ну, наверное, что-то надо делать. Почему про «Альтернативу для Германии» вспомнили? Они развесили по Баварии, по одной из федеральных земель немецких, свои плакаты, напоминают о себе, как о политической силе, готовятся к местным выборам. На этих плакатах изображен школьный коридор, по которому бегут ребята какие-то, все с европейскими чертами лица. И надпись на этих плакатах гласит следующее: «Школы свободны от ислама». Вот решили они на этом строить теперь свою какую-то политическую идентичность. Эта партия «Альтернатива для Германии» уже сотрясает Европу скандалы, уже в Европарламенте говорят о том, что это вот неприкрытый совершенно нацизм. А в Великобритании тоже бьют в колокола и требуют запретить эту партию или, по крайней мере, как-то обуздать ее. Но вот, к сожалению, пока легальных рычагов для того, чтобы какой-то вот очередной поворот в какие-то совсем уж российские дебри, ни у кого в Европе нет. На это